Его сбивает водитель вот на этом месте, касательно. Водитель не справляется с управлением и пересекает дорогу во двор к жителям по улице Ломовской, дом 20. Здесь была насыпь большая песка. Он ее перепрыгивает, был маленький забор, он его сбивает и врезается вон в ту яблоню. Это осталось от автомобиля, да? Ну да, вот следы, вот забор, вот кирпичи вот. Когда пошла версия, что мой отец погиб именно в алкогольном опьянении, я сразу позвонила и сказала, что отец мой не употреблял спиртные напитки 44 года, но во внимание почему-то не было принято никем. Следователь вел себя не очень, ну как сказать, не очень интересуясь, всем холодно. Когда я к нему обращалась, чтобы он изъял историю болезни с больницы, он отвечал, что это ему не нужно. В истории болезни было указано, что при поступлении у отца была взята кровь на наличие алкоголя, и было доказательство, что отец мой просто не употреблял спиртные напитки. Я билась в любую дверь, я и к губернатору ходила на прием, где я только не была, и прокуратура, и везде. Потом следствием было все-таки доказано, что водитель превысил скорость больше 80 км/ч скорость, и что мой отец никуда не поворачивал, а ехал прямо. Дело в том, что кровь по его вине, ну как вот сейчас мы проводили, она пролежала в приемном отделении и была отправлена на экспертизу только через 2 недели после момента забора, прокатался в машине. В этот момент произошли гнилостные изменения этой крови, а в период прохождения гнилостных изменений, значит, преобразовывается там, значит, определенный процент алкоголя. В отношении Баткаева было у меня 8 отказов в возбуждении уголовных дел. На протяжении этого времени я слышала именно то, что нет состава преступления, что не надо сюда ходить, что идите в другое место. — 28 декабря 2017 года в СМИ прошла такая информация, что в Пензе отмечали новогодний корпоратив, и наш именно судмедэксперт Баткаев находился там. После чего Баткаевым была угнана машина, и как бы в состоянии алкогольного опьянения он там был, и машину он разбил, бросил, и вот почему-то потом все это как-то все замялось. Баткаев в ноябре месяце получил вот в этом доме квартиру двухкомнатную, как бы служебную. Объяснили мне. Я была сразу возмущена, я обратилась за разъяснением в городскую и в районную администрацию. После чего мной было написано заявление в межрайонную прокуратуру. После проверки прокурора было установлено, что квартира была выдана незаконно. Я считаю, что такому специалисту не место на такой работе, который решает судьбы людей, который выдает такие поддельные экспертизы, и почему он это вообще делает. Очень хочется вопрос задать. Значит, я вам скажу, если судье
Значит, однозначно он работать не будет. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Меня зовут Мартынов Алмаз Камилевич. Я являюсь врачом судебно-медицинским экспертом Каменского районного отделения. Доказательства вины вашей сегодня пока нет. Нет. И Понятно. Девятнадцатого 2019 года по соглашению сторон был расторгнут договор трудовой с Баткаевым. Но, однако же, 15.07.2019 года он был принят вновь на работу в Земельчинский филиал. С этой информацией я была шокирована.